Блять. Приветствую, добро пожаловать. Сегодня мы будем продолжать играть в баню. Bathhouse. На прошлой серии мы закончили, получается, уже 3 дня, это уже 4-й день, вот. К нам пришел священник. Сейчас мы будем с ним разговаривать. Что же он нам скажет? Давайте посмотрим. Ой. Здравствуйте. Хвала богам. У меня есть очень важный разговор, касающийся вас напрямую. Вам как можно скорее необходимо посетить подвал в банях. Дверь находится прямо в бойлерной. Только прошу, постарайтесь не попасть на глаза хозяину. Что мы сейчас будем бегать от этого хозяина? Опа, там кто-то стоит. Ну-ка, 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 ну-ка. Кто там? Кто там? Блять, сука! Привет, удалось узнать что-то о моей сестре? Нет. Вот как. Может... Эй, а как тебя зовут? А что это красное? Почему я красное не могу выбрать? Ирена. Ух ты, тут какая-то Ирена есть еще. Мы могли эту Ирену еще какое-то имя узнать, типа. Майна, значит. Красивое имя. Ну ладно. Увидимся. Блин, придурок, а. Как он меня напугал. Что это? Эй, ответь на мои загадки. Первый вопрос. Какой человеческий орган похож на батат? Селезенка, сердце, печень, легкие, кишечник. Печень? Правильно. Батат очень похож на печень, будто ты ешь саму печень. Второй вопрос. Что из перечисленного можно съесть и при этом не умереть? Рыба, фугу, росток батата, косточка вишни. Любой вариант ведет к смерти. Неправильно. Ну и дерьмо, постыдилась бы. Эй. Давайте еще раз. Хорошо. К большому сожалению, ростки батата не могут убить человека. У какой еды есть глазки? Неплохо справляешься, впечатляет. У батата и правда есть глазки? Четвертый вопрос. Однажды в деревню пришла молодая девушка. Она была неотразима и очень быстро обрела популярность в этой деревне. Один мужчина сразу же обратил на нее внимание и решил взять ее к себе на работу. Но вскоре другой мужчина увел эту девушку. Вопрос, что же тогда с ней сделал первый мужчина? Ударил, запер, сжег заживо, расчленил. О, Господи! Любопытно. Как думаешь, что из этого лучше? Подходим к концу. Последний вопрос. Что случится с тобой? Будешь навечно заперта, сгоришь заживо, будешь расчленена, тебя забьют до смерти, утонешь. Сможешь как-то сбежать. Так, на этом игра заканчивается, пожалуй. Пойди и проверь, готов ли там батат в повозке. Хороший батат? О, что-то нашли. 0,3. Ключ от обувного шкафчика. Хорошо, что я там пошарилась. Ой, что это тут так темно? Что за звуки, блин? Надо же в этот бойлерный попасть.
Если так будет продолжаться, хозяин меня обнаружит. Это как реально, как этот. А, на него ничего не действует, да, походу? Надо было дождаться, когда он подойдет. Так, ладно. О, плитка какая-то. Ключ от квартиры. Пойдемте-ка в квартиру эту. 201. Что-то так светится. Так. Дневник хозяина. Решил нанять одну девушку, такая молодая и красивая. Уверен, что это привлечет больше клиентов. От одного только взгляда на нее на душе становится тепло. Она хорошо справляется с работой, иногда строит мне глазки. Ах, я в такой растерянности. Похоже, она в меня влюбилась. Может, стоит начать звать ее по имени? Вроде бы ее имя пишется как Сакурака, но читается как Йоко. Очень удобно звать ее так. Йоко от меня без ума. Но к ней все еще пристают какие-то странные парни. Она ведь только моя, но Йоко тоже хороша. Позволяет им делать с собой все, что угодно. Есть у меня одна идея. Нужно отвезти Йоко в подвал. Там ее точно никто не увидит, кроме меня. Пора показать, где ее место, пока ей все еще чуть больше 20. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как я запер ее в подвале. Скоро нужно будет проверить, как она там. Наверняка она уже все поняла. Теперь Йоко на самом деле будет только моей. Йоко мертва. Лежит на полу вся в крови. Похоже, она была беременна. Но от кого этот ребенок? И когда вообще это могло произойти? Никогда не прощу. Откуда взялось это пятно на стене в банях? И откуда эти крики? Я постоянно слышу женские крики. Думаю, я схожу с ума. Иногда после закрытия вижу чью-то тень, хотя там никого нет. Кто это может быть? Она преследует меня, эта тень. Я даже попросил священника провести ритуал очищения, но это бессмысленно. Призрак все еще продолжает приходить. Прошу, простите меня, я ведь не сделал ничего плохого. Священник сказал, что меня преследует Увбума. Кажется, есть способ снять это проклятие, но им нельзя воспользоваться прямо сейчас. Но почему я должен ждать так долго? Могу ли я вообще доверять этому священнику? Так жить просто невозможно. Священник ни капли не понимает моих страданий. Я должен что-то сделать. Как можно скорее покончить с этим. Быстрее, быстрее надо избавиться от проклятия. Я знаю, кого позвать для этого. Я больше не могу доверять этому священнику. Я сам все сделаю. Ёлки-палки. Больше тут ничего нет. Туалет.
Так, мы подобрали эти какие-то плитки нашли. Это походу как мозаика какая-то. Может, можно как-то спрятаться? Буренькому, типа. Так, этим нельзя воспользоваться. Ой, ё-моё. Блин, а там, походу, труп Йоко, да, будет? Я надеюсь, не надо будет с ней сражаться. Можно, пожалуйста, мы не будем беспокоить мертвых? Нам успокоить надо, наоборот, а не тревожить. Походу, Йоко — это вот эта девушка, которая все время появляется призраком. Какой ужасный запах. Неужели кто-то их использовал? Что это? Ножницы? Оно двигается прямо у меня в животе, оно живет даже в такой обстановке. Я ни за что не позволю тебе умереть, обещаю всегда тебя защищать, мое любимое дитя. Я очень постараюсь, так что и ты постарайся, хорошо? Прости, я не позволю ему ничего с нами сделать. Это похоже, как будто, знаете, мне кажется, это наша мать. У меня почему-то такое предчувствие. Ё-моё, кто-то идет, блядь. Ой, блядь! Дурак! Ты все-таки явилась. Как-то раз хозяин бань влюбился в одну девушку. И что ужаснее всего, запер ее в этом самом подвале. В то время она была беременна. Но он ничего не знал об этом. Она родила здесь 2 близнецов, о чем никто не знал, и вскоре скончалась от потери крови. Вот там вот этот Тору, или как его там звали, вот этого парня, которого разыскивают. Все, я поняла. Ей было 24, прямо как тебе сейчас. Как только хозяин узнал об этом, его охватил ужас, и он обратился ко мне. Я дал этим близнецам имена Тору и Эрена и отдал их в детский дом. Девушку, которая здесь родила, а после и умерла, звали Йоко. Теперь же ее дети вернулись обратно. Почему вы мне все это рассказываете? Постойте, неужели? Постойте, неужели? Ты так сильно выросла, Эрена. Это твое настоящее имя. Мне следовало сказать тебе раньше. Как только я увидел тебя за работой, я сразу все понял. А что до Йоко? Твоя мать превратилась в Убума и начала преследовать хозяина. Чтобы остановить проклятие дитя Убумы, нужно сжечь в том же возрасте, в каком была мать на момент смерти. Именно в этом заключается план хозяина. Чтобы снять проклятие, я связался с твоим братом Тору. Он согласился на это сам. Поэтому тебе не нужно будет приносить себя в жертву. Но
Но все же, тебе лучше бежать, пока хозяин тебя не поймал. В смысле, я не могу? Все могу. Ну, это было непредсказуемо, конечно. Но прикольно то, что я вот говорила, что вот тот парень, он неплохой. Это его этот кто-то типа делает плохим, а как оказалось, это его делает хозяин плохим. Якобы он плохой. Мама? Вот поэтому, когда пришел тот, типа, особенный гость, и... Блять! И с ним что-то стало. Это, типа, нас мама, короче, защитила от него. Да, здесь самая вот проблема не в мертвых, а в живых. Как обычно, как всегда. Старый извращенец. Что ты сделал? Чё, тут еще и время какое-то? А что надо делать? 0:00. Чё? Сыграем в игру. А можно будет только здесь появляться? Эй, блин! В смысле? О. Ну почему я должна за это проклятие отдуваться?
Закончить надо просто. А, что это? О, Господи. Все? А, не. Фу, блин, я думала, все, нас убили. Ах ты, тварь такая. Добежать до квартиры. Окей, без проблем. Брат, братишка, брательник, помоги. А. Что делать? Что происходит? Ой, ё-моё. Волосня. Мама, ты меня защищаешь? Чего? Мы умерли или что это было? Нам надо было бежать? Брат... Блин, если бы мы вот брату сказали бы, как нас зовут, он бы нам помог сейчас, скорее всего. Он нас в этот, да, несет, наверное, в подвал, скорее всего. А мы могли вообще сбежать от него? Может, надо было к брату бежать? Блин.
Только не говорите, что сейчас нас до самого низа прям нести будут. Он нас сжечь хочет. А, ну да, чтобы проклятие типа снять, должен сжечь кого-то. Она еще в сознании, типа. Как он ее туда запихал? Он ее расчленил, что ли? А можно сбежать? Попытаться. Мы получили первую концовку с вами. А, там 3 концовки, оказывается, есть. Скорее всего, наверное, те предыдущие... Если, наверное, пройти с самого начала, мы же имя уже знаем, то, скорее всего, мы можем сказать брату, как нас зовут по-настоящему, и он нам поможет. Это какая-то из 2 предыдущих, следующих концовок. А еще, скорее всего, можно, наверное... 3-я концовка, наверное, самая плохая. Это когда мы, возможно, не успеваем защититься. Когда вот мы там бегали вот в этих всяких... И мы не смогли бы защититься от всего, просто бы погибли. Это, наверное, была бы 3-я концовка. А 2-я, мне кажется, это все-таки когда брат нам помогает. Я, конечно, не уверена. Не знаю. Ну, мы прошли игру. Наконец-то, хоть одну игру я прошла. Всем спасибо. Все, кто смотрел, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся уже в следующей, в страшной игре. Все, всем пока-пока.